Эй, всем привет, дорогие друзья! И это такой пилотный выпуск, в котором я решил вам рассказать новинки IT-технологий. Давайте же начнем! На мероприятии Mobile World Congress недавно была официально представлена новая версия смартфона YOTAPHONE 2, главной отличительной чертой которого стал белоснежный корпус. Производитель сразу подчеркнул, что белый YOTAPHONE 2 поступит в продажу в первую очередь в Европе и на Ближнем Востоке. Кроме того, смартфон достаточно быстро должен выйти в продажу также в США и в Латинской Америке. Характеристики YOTAPHONE 2 остались прежними. Он включает в себя два дисплея. Основной AMOLED-экран 5-дюймовый с разрешением 1920 на 1080. Второй экран, его диагональ составляет 4,7 дюйма с разрешением 960 на 540. Сам девайс стал более тонким и легким. Оба экрана устройства защищены сверхпрочным стеклом Gorilla Glass 3. Работает смартфон на процессоре Qualcomm Snapdragon 800 с тактовой частотой 2,3 ГГц. И из особенностей хочется отметить присутствие беспроводной зарядки и модуль связи NFC. Сам смартфон в России поступил в продажу в декабре 2014 года. Компания Sony официально представила широкой общественности обновленную и улучшенную версию Project Morpheus, своего шлема виртуальной реальности. Производитель подчеркнул, что в продажу данное устройство поступит еще сравнительно не скоро, примерно в первой половине 2016 года. Обновленная версия шлема может похвастаться 5,7-дюймовым OLED-экраном, разрешение которого составляет 1920 на 1080 пикселей. Устройство обладает повышенной частотой обновления до 120 Гц и поле зрения в 100 градусов, также 9 датчиков для отслеживания позиции пользователя. Также следует напомнить, что изначально шлем Project Morpheus создавался для взаимодействия с приставкой PlayStation 4, и его главной целью являлось привнести виртуальную реальность в игры на данной приставке. В интернет просочилась информация о новом фаблете, который сейчас находится в разработке у компании HTC. Информация поступила со шпионского аккаунта, и как он утверждает, модель HTC One E9 может быть анонсирована в ближайшее время, а в Китае она должна появиться в продаже в конце марта. На вооружении у нового устройства находится 5,5-дюймовый экран, обладающий разрешением Quad HD, то есть 1440 на 2560. Как сообщается, процессор нового устройства 8-ядерный, причем идет речь о модели MediaTek MT6795, обладающей тактовой частотой 2 ГГц. Работать новинка должна на операционной системе Android 5.0 Lollipop. Также сообщается о 3 ГБ АЗУ и 32 ГБ встроенной памяти для хранения. Из дополнительных вкусностей можно отметить две камеры: 20-мегапиксельная основная и 4-мегапиксельная фронтальная, поддерживающие, конечно, технологию Ultra Pixel. Также звук должны обеспечивать динамики Boom Sound, и в продаже будут доступны версии в сером корпусе, в корпусе цвета розового золота и в корпусе цвета коричневого золота. Компания HP недавно анонсировала ноутбук Transformer Spectre X360, который появится в апреле этого года. Использовать устройство можно в нескольких разных режимах. Прежде всего, оно может быть традиционным ноутбуком. В этом режиме девайс отлично подходит для офисной работы. В режиме презентация девайс отлично подойдет для сенсорного управления. А если вы используете устройство в дороге как развлекательный гаджет, то для этого лучше всего подойдет режим планшет. Имеются также специальные шарниры, благодаря которым обеспечивается свободное движение дисплея. Прочный алюминиевый корпус обеспечивает надежную защиту нового ноутбука. Дисплей обладает диагональю в 13,3 дюйма, а сердцем устройства является чипсет Intel Core i5 и i7 в зависимости от вариации. Емкостью АЗУ насчитывает 512 мегабайт. Кстати, мне совсем непонятно, почему 512. На улице 2015 год и 512 мегабайт оперативки, по-моему, это просто ни о чем. Также стоит отметить хорошую автономность работы лэптопа, составляющей до 12,5 часов. Онлайн-игра World of Tanks принесла Wargaming чуть более 500 миллионов долларов в 2014 году. По выручке Wargaming стала третьей крупнейшей интернет-компанией
СНГ после Яндекса и Mail.ru. Итак, теперь что же касается умных часов. На данный момент смарт-часы на платформе Android Wear поддерживаются только операционной системой Android, начиная с версии 4.3. Но в скором времени они могут научиться взаимодействовать и с iOS-гаджетами. По слухам, Google уже работает над созданием фирменного приложения для iPhone и iPad, официальный релиз которого состоится якобы в мае текущего года на конференции Google. Компания Samsung официально представила свой флагманский смартфон Galaxy S6 и его версию с изогнутым экраном с двух сторон Galaxy S6 Edge. По словам представителей Samsung, S6 и S6 Edge поступят в продажи уже 10 апреля. Компания пока не называет цены обоих устройств, но предупреждает, что за Edge-версию придется заплатить больше. Galaxy S6 и Galaxy S6 Edge – первые устройства S-серии, выполненные без использования пластика. В них присутствует только стекло и металл. В смартфонах установлены 8-ядерные процессоры Samsung Exynos, 5,1 дисплеи, Super AMOLED с разрешением 2560 на 1140 точек, по 3 ГБ оперативной памяти и более быстрые 16-мегапиксельные камеры с оптической стабилизацией. Оба аппарата поставляются с 32, 64 и 128 гигабайтами основной памяти. Компания Apple разослала журналистам приглашение на мероприятие под названием «Навстречу весне», которое должно пройти 9 марта в Сан-Франциско. На английском название звучит как Speeding Forward и дает отсылку к переводу часов на летнее время, сообщается в компании. Предполагается, что на данной встрече корпорация представит умные часы Apple Watch, цена которых стартует от $400. Часы должны быть выпущены в 3 модификациях – обычная, спортивная и премиум класса. Карточки SanDisk Ultra microSD Premium Edition на 200 ГБ получат 10-летнюю гарантию и будут доступны по всему миру во втором квартале 2015 года. Стоимость карты составит $400. Но вы только представьте себе, 200 гигабайт, сколько же можно туда хлама накидать. Всем спасибо, дорогие друзья, за то, что вы досмотрели это видео. Конечно же, это не все новости, на самом деле их очень много. Я постарался выбрать самые интересные, как по мне, и рассказать их вам. Ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал. Всем пока, до встречи!